Брейк-данс – зрелищный танец, сочетающий в себе удивительную пластику и сложность акробатических трюков. Основные его свойства – импровизация, оригинальность и зажигательность. Брейкинг – это направление хип-хоп-культуры, которое включает в себя множество стилей. Для исполнения брейка необходимы хорошая координация, физическая выносливость, чувство ритма и гибкость. В движениях, включающие переходы от оригинальной пластики к акробатическим элементам с вращением на голове, прыжками на руках и оборотами вокруг своего тела, танцор не только демонстрирует мастерство, но и выплескивает свои эмоции и энергию. Обо всех тонкостях брейкинга нашей съемочной группе рассказал Айгиз Нигматуллин, один из представителей этого направления. Желательно нужна физическая подготовка. До брейкданса я занимался баскетболом 2 года, а также паркуром. То есть это мне дало какой-то плюс в развитии брейкинга. Да, я согласен, брейком заниматься очень тяжело. Столько непонятных движений, то есть самому не понять. Нужен совет друга, который поможет, объяснит, скажет недостатки. Поначалу, да, было больно, были синяки ужасные, были травмы. Но это мы все преодолеваем со временем и уже становится привычно и незаметно. Айгиз родился и вырос в селе Ругаза Баймакского района. Сейчас живет в Сургуте, где, собственно, и научился всем азам брейкинга. На родине и в Сибае бывает часто. В один из своих визитов он решил организовать мастер-класс по брейк-дансу. Старички – это вот команда Underground, сейчас L-Dogs, то есть тут со всех команд собрались. Вот кто еще в теме, кто еще занимается. Вот, бывает, собираемся, вместе тренируемся, выступаем на сибайских мероприятиях. Да, в батлах участвуем, но по отдельности, соло. Вот, команды не выезжаем, таковой команды нет. Просто как друзья собираемся. То, что у нас вот одно тело любимое, это брейкинг. Айгиз собрал всех своих единомышленников вспомнить былые времена, когда каждый из ребят состоял в группе брейкеров. На мастер-классе парни сначала соревновались между собой, а затем вызвали на баттл самых маленьких танцоров. Как сказал Айгиз, встреча двух поколений – старая школа против новой. Молодежь города Сибая желаю, чтобы нашли что-нибудь свое в этой жизни, потому что жить просто так и работать, и семья – это тоже скучно. Найдите и занимайтесь. Кому-то тренажерка нравится, кому-то единоборство. Вот мне нравится заниматься брейкдансом. Сегодня ты зачем сюда пришел? Чтобы научиться брейкдансу, начальному. А давно хочешь танцевать? Да. Будешь дальше продолжать? А что тебе особенно нравится в брейкдансе? То, что там как-то там, я не могу объяснить. Заниматься начал конкретно в 2013 году. И дает чисто свой спортивный интерес и всякие соревнования тоже. Интересно ради себя для себя. А откуда ты узнал про брейкданс вообще? Вот друг Айгиз, мы с ним вместе начали заниматься. Основные элементы я занимаюсь power move, всякие кручения, тяжелые, делаю кочки, гелики и флай всякие, на руках крутимся, прыгаем. Они даются нелегко, ко всему свои подходы, постепенно все это приходит с опытом, опыт набираем потихонечку. А так тяжело? А так тяжело. Ну что нужно для того, чтобы прийти в брейкданс? Какие-то основные есть? Спортивная подготовка, еще что-нибудь? Да, это не важно, можно с нуля просто прийти, без базы, в общем. Это все, всему можно научиться, всему научим. Айгиз уже преподает в Сургуте и теперь границы своего тренерства хочет расширить до Сибая. Молодые танцоры не скрывают энтузиазм и заинтересованность в уроках. Брейкданс преимущество исполняют представители мужского пола, так как девушкам в силу физических особенностей обучиться ему сложно. Несмотря на это, многие B-girls, девушки, танцующие брейкданс, тоже достигают поразительных успехов.
Я сюда хожу на хип-хоп. И в интернете увидела, что в Сибае брейк-данс бесплатный. И решила прийти. Ну, мне нравятся такие танцы. Брейк-данс не просто танец. Это отличный способ самовыражения и творческой реализации. При помощи разнообразных движений и мимики танцор может передавать свое внутреннее состояние и настроение, выплескивать отрицательные эмоции, которые накопились за день. Так что занятия брейк-дансом, несомненно, полезны и для психологического, и для физического состояния человека. Молодежи Сибая желаю заниматься спортом, танцами, не пить, не курить, как это делают обычно другие. Будьте индивидуальными, никогда не следуйте за массой этой, то есть у вас должно быть свое «я», и вы должны заниматься тем, чем вы любите. Не упускайте этот момент.